Дорогие мои друзья, здравствуйте! С вами Лариса Августа, с вами массаж Мира Лига Регул. Итак, есть такой момент во всех практиках, во всех массажах. Не все массажисты об этом знают, и даже не все те, которые себя величают литотерапевтами. Так вот, когда идет 29-й лунный день, а он у нас начинается в 3:54, могу немножко ошибиться, уточните в своем регионе, и до 20 часов 11 минут вечера, опять же, уточните в своем регионе. Так вот, 29-й лунный день, он идет под покровительством лунного ангела Асвада. Опять же, этого лунного ангела могут называть по-разному, но то, что это энергия 29-го лунного дня, это можно запомнить, это несложно. Иногда бывает 30-й лунный день, день лебедя, я вам говорила об этом, но сейчас конкретно хочу об этом явлении сказать. Что же эта лунная энергия любит? Что же этот князь Луны любит и не любит? Так вот. Когда наступает 29-й лунный день, а этот ангел Асвада, он отвечает за обратную сторону Луны, за ту сторону Луны, которую мы никогда не видим. И там его царство, он уходит в эту тень, он уходит по другую сторону Луны и просто не распространяет на нас свою лунную энергию и благодать. То есть там в таинстве с обратной стороны Луны творятся все те проекты, которые этот князь Асвада решил осуществить и потом передаст другим ангелам. А что же делать нам? Нам, жителям Земли, потому что наше тело подвержено влиянию Луны. Наш характер подвержен, наша эмоциональность подвержена. Обратите внимание, на мне нет никаких ниток, никаких браслетов, никаких металлов, никаких камней. В 29-й лунный день я снимаю с себя все камни. Я всегда камни придаю чистке в этот день. Всегда все то, что я ношу, я придаю чистке. В этот день вы можете проститься с теми минералами и камнями, которые уже отработали, которые треснули, лопнули, там были подвержены удару. Все не случайно.